это канал Ашвуд, меня зовут Азиз Нурзбакиев, и мы опять с вами, ребята. У нас сегодня очередной выпуск, уникальный выпуск, потому что наш гость сегодня у нас, у него слишком много регалий. Сейчас. Я тут подготовился. Руководитель народных уйгурских танцев Дулан, актер, танцор, шоумен, дизайнер Бахтияр Имран. Ассаламу алейкум, добро пожаловать на это шоу. Я очень рад, что вы пришли, уделили нам время. Сегодня мы с вами будем кайфовать и готовить. Конечно. Что, начнем? Давайте начнем. Сегодня мы будем готовить каре ягненка. На гарнир у нас будет спаржа. Салат будем делать итальянский, то есть будем делать соус песто. Заправляться он будет соусом песто, получается, руккола, мини-моцарелла и черри. Ну что, все? Начнем? Башлайли. Башлайли. Вы, наверное, начнете с того, что перебирать зелень, да? Вот. С этого начнем, да? Давайте. Вот у нас чашка. А я, наверное, начну с мяса. Бахтияр, у меня к вам основной столько регалий вообще. Мне на самом деле всегда удивляют такие люди, у которых вообще разносторонние столько профессий. Вообще, как говорится, плохому танцору мешает. Нашему Бахтияру ничего не мешает, получается. Прям ничего. Прям ничего не мешает, потому что он у нас вообще разносторонний. Это дизайнер, шоумен, актер. Кстати, я еще забыл сказать, что он еще и телеведущий на телеканале Хадам ТВ. Это просто пушка, это просто нереально. Но я хотел бы начать с того, что пик вашей всей карьеры началось с танца. Конечно, с танца начал. Как вы пришли вообще к танцу? Как я пришел к танцу? Так, давайте от начала начну. Я сам с Уйгурского района, село Большой Аксу. Я в детстве, если честно, в детстве я мечтал. Ну, там такой возможности не было, чтобы там танцевать, там выходить на большую сцену. И потом я после 9 школы, у нас есть район центра, это Чунжа, там есть у нас колледж. Это профессиональная школа. Вот по профессии, если честно, я оператор. Я программист, кстати. Я закончил, у меня есть среднее образование, там диплом есть. Я учился уже 3 года. Вот там уже, начался у меня в Чунже. Потом я хотел кружок. Там в Чунже был ансамбль Арзу, народный ансамбль Арзу. И вот там начал. И один день у нас сам, если честно, до сих пор я говорю, Стас Халимашаваева, она первый раз сказала, давайте, в Алмате есть такой ансамбль Ирада, народный ансамбль Ирада, и они уезжают в Китай на учебу. Давай попробуй и поехать. Это Циньцзянь-Уйгурская автономная район? Да, в Урумчи. В Урумчи, да. И я потом приехал в город, и сразу, без этого, взяли меня на работу, сказали, все, взяли на работу, все, уже работаете, да? Да, потом я уезжаю в Чунжу, потом документ собираю, приезжаю обратно, и уезжаю сразу через месяц в Урумчи, и начинается у меня прям уже танцевальная. Там получается старт квалификации вашей, да? То есть, все там потом у нас в ансамбле были там и певцы, и танцоры, и музыканты. Это целый ансамбль. И в ансамбле где-то 25 человек вместе с танцорами. И мы туда уезжаем, потом приезжаем, работаем, коротко, да. И потом в один день будет большой концерт в Уйгурском театре. И приглашает меня и Эльмира Дамулаева, тоже моя напарница. И мы там выступаем и сказали, давайте работать в Уйгурском театре. Вы приглашает, да. Это был 2014 год. И я работаю там, потом уже наш ансамбль закрывается, по обстоятельствам ансамбля Ирада закрывается, и остаюсь я именно в театре. В Уйгурском. Да, ансамбль Рухсара. Можно перчатки? Перчатки? Да. Хорошо. Дверь? Прям коробку подай. Коробку. Да. Все, там. Круто. И там работаю 2 года, в 2014-2016 году. И начинается у меня танцевальная карьера. Потом и в Ираде, если честно, я поработал уже с 2011 года по 2014 год. Поработал там я. 3 года, да? Такие, да. Сейчас вы пока перебираете, получается, что не заканчивается, что. Да, здесь, в принципе, много Хватит не надо, да. Давайте к тому же сразу добавим
петрушку. Вот это убрать сюда? Да, а рукола будем отдельно. То есть это на соус, надо сюда перебрать. Окей. Вот сюда. А я пока, да, каре ягненка буду, я его сейчас посолил, чтобы он не был пресным. И теперь у нас, я его обмажу горчицей. Вау. Будет вообще пушка. А как вообще, то есть танцевальная группа Долан, народная уйгурская, как она вообще основалась? Образовалась? Как вы ее основали? так Как я получилось, основал? что- Мне кажется, у нас такого нет, да? Это одна из... Народно, да. Да, Это народно. единственное, можно сказать. Да. Потому что у нас народно-уйгурский, прям в документе так и написано. Народно-уйгурский. Потому что наш ансамбль только танцует наши танцы. Потому что наши танцы, наша история, вы сами знаете, прям очень... Связано с да. культурой танцев. Конечно, Да. конечно. И вот я свой ансамбль создал как? Вот я как с театра ушел в 2016 году, и я хотел сделать свой большой концерт сольный, свой. И вот сольно собираю детей, потом собираю тоже молодежь, вот так, давайте участвуйте на моем концерте, помогите туда-сюда. И вот после концерта у меня образовался вот такой состав, такой большой состав, и дети, этот кружок был открыл я. И после этого в 2016 году уже я свой сольный концерт сделал, как раз в мае, кстати, 12 мая. Круто. Да, я помню. И вот после своего сольного концерта у меня остается вся молодежь, и со мной работают, они согласились, и дальше мы уже создаем свой ансамбль. Уже в команде, да? Да, в команде, дети, уже кружок, уже учить танцы, там историю уйгурского танца, основу уйгурского танца. И вот начали вот так мы. Круто. Потом вот, самое начало у нас было вот в 2016 году, после моего сольного концерта. А потом в 2017 году мы начали уже самый первый отчетный концерт мы давали уже. Самый первый отчетный концерт в 2017 году. Год, получается. Через да? год, Я правильно да. считаю, Вот уже в январе был в 2017 году. Уже в январе. отчетный концерт. Да, уже отчетный концерт. И вот создался ансамбль Долан. Тогда было в основном 10 больших, как взрослых. А детей было, если честно, тоже мало было. Детей, я вам скажу, знаете, тогда было где-то 12-13, что ли, общих. Вот так было. А сейчас в данный момент уже у меня детей именно в нашем Долане учатся уже 150. 150 детей и общие 3 филиала в Алмате у нас. 3 филиала. 3 филиала. Основной филиал у нас в Султан-Кургане, второй филиал у нас вот область в Калинине, Туза-Бастау, а третий вот недавно открылся у нас вот микрорайон Кайрат. Ух ты. Вот у нас общие 3 филиала. В данный момент работают у нас преподаватели есть, у нас 4-5 преподавателей. Я сам тоже преподаю. Вот так. Хореограф, да, я же говорю. Да, хореограф, балетмейстер, постановщик. хореограф вообще. Это я же говорю, это можно об этом человеке все говорить и говорить, потому что профессии у него выходят и выходят. Ну да. Это круто, на самом деле это круто. Вот это хватит, да, мне кажется? Да, конечно, хватит. Все, Да. это мы свое. Сейчас мы обжарим каре. Могу, да, вот сюда идти? Конечно, да, давай. Ага. Да. Да. Ну все равно, а то мен азырмай ташлайсым мүмкін азыр. Я могу вот сюда могу. Потому что мой Вот так могу, украинский. вот так могу, да? Да. Так, теперь Да. Теперь руккола Рукколу будем отдельно зачищать, потому что она уйдет уже к салату. А это мы для соуса. для соуса. Для Его соуса. будем сейчас. Сейчас мы будем 3 вида масла сюда добавлять. Это получается сливочное масло, растительное масло и оливковое масло. Это будет, получается, такая, Необычный соус. да, соус Вау. итальянский называется песто. Песто. Его можно ко всему, то есть его можно как лазджан кушаем с хлебом. Его можно Ну так, да, у нас его у можно уйгуров ко лазджан всему. это самые, Его можно ко всему. самое главное, да, из соусов. Его можно и с горячим, и с холодным, и с салаты заправлять. То есть это такой универсальный соус. Сейчас мы его будем готовить, он вообще на самом деле очень вкусный. Я его сам лично прям очень люблю, потому что это пушка. Это просто пушка. Добавляем, да? Оливковая. Давайте сразу немножко затронем, да? Да. Соотношение должно быть одинаковое. То есть растительное, оливковое и сливочное. Сливочное это? Да. Ага, это в конце, мне кажется. А это? Это кедровые орешки, они будут давать такой вкус. Вкус будет давать. И соль. Соль. Соль обязательно. Соль обязательно.
Давайте я возьму сливочное масло. Угу. Вот. И добавляем. Остальное сливочное масло нам понадобится на обжарку нашего гарнира с паршей. Спарж. Да. Все хорошо. Ну что, пора? Это, вот розетка. Да-да-да. Все хорошо. И взбивать до однородной массы. Прям Хорошо, все. обильно. Ого. Все, начинаем. Как? Нормально? Да. Я могу вот так вот держать? Да, да. О. Тут надо должна быть такая каша. Хорошо. Ай, заборно. Круто. А я пока налью растительное масло Ага. и начинаю жарить. О, какая красота внутри. Попробуйте. Попробуйте. Да, да. Не слишком жирно. Итак, мы начинаем жарить. Больше ничего не будем добавлять туда, да? Нет. Все, да? Это уже что? Попробую, Да. Да, добавь. Это, попробуйте. Вкусно? Да. Ну, это же я готовлю. Просто я много масла добавили, просто. Ну, сами знаете, что хореограф, танцор, Да, и да, это конечно, это лишний масса вес для вас нельзя, сразу. лишний вес. Калории да. лишние, да? Калории, за это я. Да, именно мне вот это дали. Надо было нам именно диетически что-нибудь готовить, надо было. Надо было диетически. Да, что-то диетически мы там. Как раз вот уйгуры мы любим же вот такой зелень. Да. Вот такая корочка у нас сейчас образуется. Мы сейчас это все обжарим. Все, он уже готов. Он готов? Да. Это все, что должно было с ним произойти, уже произошло. Давайте сейчас я сожгу. Не, давайте мы снимем просто его. Чтобы нажмем. Давай сейчас. Вот отсюда, вот так снимайте. Ага. Ну, вилку ama unutmayın там. Bunu boş kere gelmezse bu yiyorsun bu. Ha? Blender oldu mu? Blender болды, я блендер отстояйте. Дальше. К нам гости приходят и говорят, вкусно, Это у меня зато естественно, правильно? Естественно. Пришел звучит. Ребята же все подумают, все зрители подумают, что мы готовим, ну, нам, Да. получается, врали. Нет, очень вкусно было. Просто я видел же, что там масло добавили. Из-за этого просто, ну, сами понимаете. Так, теперь. Давайте переложим вот это сюда. Сейчас нам чашка понадобится. Мы будем сейчас. С этим да могу, да? Да, она прям для него. У вас в регале написано вы дизайнер. Дизайнер национальной одежды, да? То есть, или вы Да, прям всё- национальных и обычных повседневных. Дизайнером я, если честно, давно увлекаюсь, потому что мне нравится творить. Ну, все равно творческий человек должно все равно что-то творить, правильно? И вот решился я уже в прошлом году уже научился в академии тоже дизайнер, закончил.
именно дизайнерские. Я тоже в основном, это как, не работа именно дизайном, для моей работы это нужно. Почему? Потому что я делаю дизайн национальных костюмов своих, ансамбль. У меня ансамбль свои. Например, почему это для меня нужен? Там сочетание цвета, как правильно подобрать цвет, как подобрать материал. Вот это все равно для моей профессии нужно. Для наших артистов уйгурские эстрады тоже помогают правильно одеваться, как правильно цвет подобрать, и костюму, все помогает. И для себя тоже, это, мне кажется, это большой плюс будет. Например, я сегодня как одел, вот эта двойка. Это все ваше, да? Да, это мой дизайн, это просто такой летний такой. Двойка. Типа такая реклама. Вот такие. Национальная одежда у вас еще есть фотостудия своя, да? А у меня еще есть фотостудия, фотостудия Дула называется. Там у меня такой тоже национальный костюмов, там фотографируется наш. Там такой есть зона в национальном стиле. Вот, это уже год уже там работаем. Ну, пешки нормально. Классно, классно, ребята. Он не сгорел? Нет. А он должен так быть, да? Он должен быть таким, да? Хорошо. Я боюсь просто сейчас этот баран берут. Мы его сейчас будем еще разрезать, И? а потом еще и дожаривать. Так что это просто. Так, вот это все могу уже убрать. Так, да, соус можете уже убрать. Сейчас вы займетесь. Пока что вот туда оставлю. Да. Сейчас вы займетесь. Сейчас. Сюда надо перебрать рукколу. Руккола это вот это, вот мы ее берем. То есть основное. Стебельки нам не нужны. Вот эти нужны. Да. Ага. Из него сейчас мы будем делать салат. Салат будет. Да. Все хорошо. А пока вы делаете салат, я займусь. Хорошо. У меня такой вопрос. У вас вот вы все делаете прям так ловко. Я же был поваром. Еще и повар, это вообще для меня будет шик-шак-шок. Нет, а вы дома готовите? Дома, если честно, когда у меня свободное время есть, если честно, я люблю готовить. Серьезно говорю, потому что мне тоже нравится. Помогаю иногда жене. Я в основном люблю готовить наши национальные блюда. Ну, например, плов я люблю готовить. Ну, на улице, там, казан, туда-сюда, вот так. Ну, летом. Да. А в основном, мне, если честно, времени нету там готовить. Когда карантин был, вот тогда я уже... Когда карантин действительно повар, да, готовил только я, действительно, потому что в карантине, действительно, мне кажется, все готовили, мне кажется, все делали. Все делали, да. Вот это, наверное, будет правильно. В карантине все делали. Ну, мне кажется, все, кто с Уйгур района, вот Уйгурского района, вот Алматинской области, мне кажется, все умеют готовить. А, да? Да. Да, потому что хоть плов, хоть что, хоть сырное, все, потому что все, да, потому что все умеют именно эти блюда готовить. Так, а сейчас мы будем готовить гарнир, спаржу. Спаржа у нас такая специфическая, она у нас свежая, для этого нам ее нужно сперва бланширануть. Как бланширануть? Сейчас я буду объяснять. Бланширануть. Бланширануть. Так, мы берем воду. Поскольку у нас спаржа длинная, да, он мы, очень возьмем воду на сковородку и поставим ее. И потом ее сюда? Да, сюда. Мы будем ее варить. Для этого нам понадобится еще холодная вода. Это хватит нам, да? Ну, желательно все, наверное, почистить. Все? Да. А там есть еще? Это будет у нас салат на такой подушке. Так, теперь по поводу гарнира. Сейчас я вам кратко буду объяснять. Давайте мы ее чуть-чуть подсолим. Воду. Мы набрали холодную воду, то есть мы сейчас ее вскипятим, буквально минута она, получается, покипит, и оттуда сразу холодную, чтобы она не потеряла цвет. То есть, важно, сейчас я вот так в сторону уберу, важно знать, какую спаржу вы готовите. Если она толстая, то, конечно, мы ее будем варить минуту.
А если она тонкая, то можно, в принципе, 30 секунд. 30 секунд, да. Вот круто, я же говорю. А почему он именно варить его надо? Его надо подваривать, потому что он твердый. Есть вредный этот здесь? Да. Или- твердый? Твердого. Здесь вредного ничего нет, он самый полезный, самый офигенный, самый А куда вкусный. Я полезный? сам его люблю. Вопрос. Куда полезный? Именно. Ну, может, кому-то интересно будет. Например, Конечно, мне интересно, если честно, я первый раз вижу А, такую. Я думал, это гюшине. Гюшине у нас там, она не знаю, как на русском, это гюшине. там. Кислянка, да, кислянка. Вот Нет, похож, просто я подумал, это его. это А как это не он? спаржа, да, но она очень богата витаминами. Сейчас ты меня вообще загоняешь в тупик, потому что я не знаю, что там еще есть. Вы не знаете? Как вы не знаете, как? Пошел. Нет, так у нас есть здесь Есть у нас. чистка. Экономка такая положена здесь. А, вот она. Вот это, да? А, ее надо чистить, да, еще? Ножик, да. Теперь мы, важно, наверное, сантиметра Соломки, 2 да? отрежем вот это, потому что она нам практически не нужна. И вот тут получается, смотрите, вот эта сторона она самая вкусная, самая Да, мягкая. То есть любой проросток, наверное, мягкий и вкусный, да? То есть и мы, наверное, вот отсюда так вот слегка ее подчистим, чтобы она не была твердой. Вот это все. Мне кажется, уже здесь все. Сейчас он закипит, прям А, он должен прям должен сильно кипеть. кипеть, да. А. Потому что мы там просто минуту будем ее держать Ага. и потом перекладывать в холодную воду. Кстати, холодную воду я сейчас сюда возьму. Да? Я помню, раньше было в телевидении, ну, в телевизоре, когда я ну, не маленький, В детстве, как в школе, в детстве, программа был «Смак». Помните? Да. Да, вот в основном под утро показывали же эту программу. И там вот действительно вот так готовили, да, под утро, вот прям действительно так аппетитно. Тогда был у нас такой черно-белый телевизор, но все равно там все мы увидели. Действительно, серьезно говорю, такой цветной Да, телевизор «Смак». тогда не было. Вот до сих пор я помню эту программу, вот «Смак» был, да? Да, поначалу вел его, получается, Макаревич, да? Ну да, вот на тебя похож. Он был кудрявый. Кудрявый был? Он Ну, был у тебя кудрявый то же и самое седой, я должно просто было лысый. быть, но, к сожалению, К сожалению, я да. просто лысый. Ну, борода похожа, у нее тоже борода была. Вот все кипит уже. Может, ложить уже минута, да? Смотрите. Ага. Чтобы больше еще мягче было, да? Да, чтобы он был мягче, чтобы он был такой кожура, чтобы не была толстой, то есть она чтобы обмякла чуть-чуть. Мы его варим ровно минуту. А он где вообще растет? Он растет В Африке? за рубежом. Он растет за рубежом. Вот смотрите, она прям становится ярко-зеленая. Да. Если ее переварить, она вообще цвет свой потеряет, она станет вообще ни о чем. Да. То есть и станет мягкая, и вкусная. Сейчас мы ее вот так вот варим. Про меня вы забыли, наверное, да? Убираем в холодную воду, смотрите, чтобы она не потеряла цвет. Вот. Это получается первоначально такой бланшар, Да. чтобы она была. Но сейчас мы будем ее еще обжаривать с чесноком. Чесноком. Вкус, да, это будет гарнир. Убираем воду. Все, теперь дальше. Видишь, будем Сейчас, да, пока спаржа остывает, получается, мы будем жарить мясо. мясо. Да. Мясо мы будем обжаривать. А я что буду делать? Вот это могу убрать пока что сюда? Да, вы можете пока это убрать в сторону и начнете, наверное, резать черри. Черри нужно резать пополам. Пополам, Чтоб, это... 12-13, прям. Ага, хорошо. Да. Вот так. Да. Могу сюда ложить руку, вон. Ой, как красиво. Прям я думал на чарке. Я начинаю резать каре. А вот теперь его надо обратно теперь жарить надо, да? Да, теперь будем Здесь. пережаривать. Тоже на этом масле. Только что мы запечатали ее, чтобы она была в форме. То есть такой. Сейчас мы будем ее доводить до вкуса и дожаривать. Вот и все. А теперь я буду чистить. Да, болгарский перец, перец Калифорния. Его надо, получается, разрезать. Да, нет, его может, да, вот так. Могу просто разрезать, да? Да. Или могу сперва так сделать? Как хотите. Как хотите. Но его надо чуть-чуть соломкой нарезать и тоже сюда добавить.
Сюда мы добавляем, получается, сыр мини-моцарелла и соус наш любимый, который вы готовили только что. Ваш. Бля. Так, нам, мне кажется, один вот этот хватит, наверное, да? Да, даже половина хватит. То есть она должна быть просто для палитры. Да, для красоты. Да. Может, один вот так, да? Как резать? Соломкой. Соломка деген қанақ дейді, соломка деген? Вот так, давай. да? Да, прям мелко. Я могу вот так сделать? Можете вот этот белок просто убрать посередине. Вот это вот, да. Мякиш убираем и прям разрезаем мелко соломку. А пока вы нарезаете, я начну жарить. Спиртом. Как вы пришли вообще к актерской? То есть вы, получается, актер театра Артур Продакшн. Да. Как вы вообще пришли? Кстати, вот недавно был большой концерт, мне кажется, были на Были, концерте? да, я смотрел, я видел, вообще это была пушка. Это была реальная пушка. Вообще все в Инстаграме, у всех сторисов, все отмечали именно вас почему-то. Да, потому что тех, кого я видел, они отмечали именно вас. То это было просто, да, это было взрыв на самом деле. И у меня был вот такой вопрос, то есть задался таким вопросом, да, скажем так. Как вообще вы начали сотрудничать с Артур Продакшн? Уже, если честно, уже 9-й концерт уже Артур Продакшн. 9-й концерт. Я уже с 4-го концерта с ними работаю. Первый концерт, да. Круто. Вот в основном Долан как создался, если честно, мы начали именно большие сцены. У нас вот создал наш Артур Айлахунов, дал возможность выйти на большую сцену. И вот наша большая сцена была именно Явран Ашам. Круто. И вот. Так, теперь мне резать его? Нет, его уже не надо резать. Просто, да? Да. Ага. Потом И вот, я почему-то думал, что, если честно, я не учился актерскую. А, да? Нет. Вот у меня такой, оказывается, был талант. Класс, И вот Эзека Сайтула увидел и сказали, давай попробуем. Попробуем, да? Да, и вот уже 5 лет с ними работаю, уже 9. А нет, 4 года действительно. 4-й Явран Ашам, я выхожу с разными образами. В этот раз прям была пушка. Да. Это была пушка. Это И просто вот с ними совместно работаю тоже. Вот, оказывается, вот такой талант у меня есть. круто. Ну, думаю, получается. По поводу программы вашей на Кадам ТВ. Да. Кадам ТВ я уже 2-й год работаю с ними. Вот как я туда попал, я вам расскажу. Ну, Кадам ТВ, когда открылся, они собрали молодежь, их идеи, их программы. И я подумал, я поехал на Замакашке, я говорю, на Замака, давайте все программы, в основном у нас певцы, ну дальше. Про танцоров вообще не было такой программы. Давайте я сделаю свою авторскую программу, попробуем 11 программ снять. И если получится, дальше давайте продолжим эту программу. Моя идея им понравилась, и они позвали. И я назвал эту программу «Услышай Далри». Уже, если честно, уже 15, даже 18 программ за 2 года я снял. Все наши танцоры, хореографы, балетмейстеры. В чем концепция вообще вашей программы? Именно концепция в этой программе, например, у нас про жизнь танцоров. Как они начали карьеру, где они танцевали, почему, зачем, как. Вот эту всю историю, 30-минутная программа, мы полностью рассказываем. Ну, например, людям тоже интересна жизнь танцоров, жизнь балетмейстеров, жизнь хореографов. И именно поэтому я создал именно эту программу. Для танцоров, да? Да. И после этого вот Кадам ТВ вот Назамака увидел, потом Мурат Лака увидел и предлагали еще одну программу вести. Мурат Лака это Казах Мехман. Казах Мехман. Интересный гость. Да, интересный гость. Это уже мы, если честно, 5 программ сняли. Там снимали Мурат Ахмадиев, Амаратон Папиев, Ахармад Еминов. Ну, дальше, это самые знаменитые. Наши легенды, вот с них начали мы. Ну, тоже интересная программа. И вопросы тоже про их жизнь. Вот, и до сих пор, в данный момент, я работаю вот в Кадам ТВ.
Круто. Ну, я тоже не учился на журналиста, не телеведущего. Вот тот самый талант. Вот люди учатся там 4-5 лет и работают в телевидении, а я просто пошел и... Ну, так Я получается. всегда восхищаюсь такими людьми, которые вот очень разносторонние, то есть они могут Да. то есть, сочетать несочетаемое, да, можно сказать. Да, они да, могут да, вообще, разные, да, профессии везде разные, быть, действительно да, везде разные. быть. И везде это делается так классно, так уникально, это просто пушка. Так, теперь что надо делать? Вроде это все готово у меня. Какие у вас ближайшие планы или что вообще? Ближайшие Есть что-нибудь планы. интересное, которое можно сказать? Мы ребятам? теперь ансамбль Дулан хотим готовить большой грандиозный концерт. Ну, думаю, на следующий год. Вот недавно я съездил в Урумчи, планирую оттуда вот тоже наших учителей позвать на наш концерт. Туда, да? Да. Ну, это большие планы, куда им двигаться. Я думаю, что это все будет. И плюс большие поездки хотим делать. Мы хотим сейчас в данный момент, думаю, над проектами именно, чтобы народный уйгурский танцевальный ансамбль по СНГ гастролировали. Например, где у нас уйгуров больше, это Узбекистан, Кыргызстан, вот Тарас, Шымкент, по Казахстану тоже хотим большой гастроль тур хотим делать. Или как-то тур. Вот на этом проекте мы работаем. Круто. А насчет дизайнерского я хочу добавить, вот в июле будет, планирую уже половина моей авторские работы уже готовы. Коллекция, Да, моя коллекция там. И полностью показ мод будет в конце июля в Ташкенте, в Узбекистане. На этот проект. Да, именно моя работа, мои дизайнерские работы я хотим там показать. Там будет все по СНГ, все дизайнеры, все модели. Я хочу показать именно уйгурскую, народные костюмы, уйгурские повседневные, старинные наши, как раньше наши предки одевают, например, турфан, атуш, хотан, долан. Как, да, вот это все как одевались, и вот эти все, и потом вечерние костюмы, повседневные наши костюмы, вот эти все хочу, уже готовлю. Уже половина готова уже. Но туда все равно финанс нужен, но все равно чуть-чуть финансов хватает, но думаю, это будет бомба. Это самый... Это потому уже что, звучит да, бомба, да. да, потому что у нас, если честно, я не слышу такого дизайнера уйгурского. Такого, ну, я хочу быть таким самым первым дизайнером костюмировать. Но думаю, что этот проект нормально Да, будет. я думаю, что у вас получится, потому что я видел вашу одежду, это просто уникально. Да. Это просто Но это большая работа, Да, нервы. да, да. Это просто надо иметь вкус, надо иметь историю, надо знать историю. Да, надо знать каждый, потому что у нас, мы самый древний народ, уйгуры, сами знаете, потому что ко всему мы относились тогда уже щепетильно. Да. Хоть к костюму, хоть язык, хоть искусство, ко всему у нас. Вот Да, так было. любое ремесло у нас было прям. Да, и мы должны к этим хорошо должны относиться, и дальше мы должны красиво передать наше Развивать, поколению. да, развивать и передать, конечно, круто. Все готово, будем кушать. Нет, еще готово будем. Что нам надо делать? Это все. Рукола добавить. Так, рукола. Рукола вон там же. Ой, это же не рукола же, это же ашкики. Ашкики, да. Соус добавлять буду. Да. Только не сейчас. Когда? Сейчас мы чуть-чуть добьем горячее и перед подачей будем добавлять, чтобы она не осела. Почему это долго? Кушать. Что будем делать? Перед подачей будем добавлять. Перед У нас- подачей? Да. Он все уже мясо? Да, мясо все. Сейчас мы просто добьем гарнир и будем выкладывать. Он не хам? Хам? Как? Он не сырой. Он спел или как-то? Я спел. Нет, я не спел. Нет. Я не пел. Ты модерн, да? Он не сырой? Нет, он не сырой. Он не хам. Он не хам, он Да, нахал. извините, у меня чуть-чуть, да, у меня вот почему я русском у меня чуть-чуть плохо, потому что я учился в уйгурской школе, потом у меня еще уйгурский ансамбль, всего уйгуром работаю в уйгурском театре, в Китае тоже чисто на уйгурском. Все думали, что я именно с Китая приехал, почему-то. Ну, как я разговариваю. такой. Да, ну да. Ну, сейчас уже чуть-чуть нормально разговариваю. Раньше вообще ноль было у меня русского. Серьезно говорю, вообще ноль.
Ну, я понимал, но не смог. Когда в магазин захожу, то же самое плохо было мне. Становится как я обеспечу это купить? И просто вот так было. Действительно так тяжело было, потому что я сельский пацан, все равно город, село, это очень большая разница была. Так, теперь? Теперь мы будем делать гарнир. Ага. И на этот гарнир Ага. нам понадобится чеснок чищенный. Чищенный. Да. Вот чеснок наш. Это чеснок вот. Его надо резать? Да. Так, давайте я его сам Да. нарежу. И это? чуть-чуть лука. Луком можно прям, Половину, да? даже не половину, даже просто вот. Этот лук мы добавляем. На гарнир? Для На вкуса. гарнир, для Просто вкуса. для вкуса, Да. да. Он, в принципе, там ничего сильного. Хорошо. Так, режем А чеснок. вот это тоже убрать, все? Надо? Да, нет, не надо. Нам, в принципе, его много не надо, мы просто чуть-чуть его возьмем. Ну куда убрали? Все. Кого Так, теперь начнем обжаривать спаржу. У меня такой вопрос к вам. Академия Долан. Ансамбль Долан. Ансамбль Долан. То есть, пардон, ансамбль, да? Но тем не менее, 150 детей. То есть это просто невероятно. Вам помогают хореографы. хореографы, Но да, тем не есть. менее, как работать с детьми? Ну, то есть это же тяжело. 150 их. Да, это, если честно сказать, преподавательская деятельность, это вообще очень тяжелая профессия. С детьми, тем более, вот там становишься как психолог. Детский психолог становишься. И плюс должны работать с родителями. Видите, и с детьми, потому что мы 6 лет принимаем. 6 лет это очень маленькие дети. Учить танцам, это значит, это очень тяжело. Пока понять этого ребенка, стать на ноги, учить движение, ритмика, слух, это очень тяжело. Я уже в этой сфере работаю уже 15 лет. 15 лет уже танцую как сам, а 10 лет уже как преподаю. Вот. Круто. То есть это вы берете от 6 лет возрастное ограничение? То есть... Да, у нас разные возрастные категории, например, с 6 до 8 лет. Маленькие, с 9 до 12 средняя группа, потом и плюс еще есть у нас взрослые группы. Есть То есть взрослых вы берете? взрослые тоже есть у нас тоже, девочки, мальчики тоже, они тоже учатся, потому что мы готовим еще на основной состав, который любит тоже. А плюс еще есть любительские для женщин, 35 плюс до 60 лет. И тоже Если такие есть, что. тоже танцуют, да, у нас Приходят танцуют, там. да, и даже на сцене выступает, потому что для себя мечты, например, есть женщины, которые, например, в детстве вообще хотели танцевать, родители запрещали, но сейчас они для себя танцуют и сами хотят родители, тоже да? выступать. Да. Да, у нас в ансамбле то же самое, уйгурские танцы. Круто, круто. То есть никогда не поздно. Никогда не поздно. Ребята, никогда не поздно. Да, можно Ансамбль танцевать. Долан. Я слежу, если честно, за вами. Я за всеми слежу, кого зовут, если честно. Но у вас очень много гастролей, да? То бишь с детьми вы выезжаете. То есть что ближайшее у вас? Да, действительно, мы, если честно, наши дети уже на международном уровне. Мы участвуем на международных, республиканских, городских, уже призеры, если честно сказать. У нас очень много награды. Вот большая новость, наши дети вот 19 мая едет на чемпионат Средней Азии, это будет в Кыргызстане. Все наши дети туда едут, дай Аллах, что мы в какое-то хорошее место. Но наши дети очень талантливые, они всегда получают гран-при, первое место. Ну, мы тогда держим за вас кулачки. Спасибо. Удачи вам, вашим детям. Блин, Да, это вот уровень, готовимся. это большой уровень. Да, Круто. еще мы были в Турции, в Азербайджан. Наши дети были еще в основном в Узбекистан на больших конкурсах, в Казахстане. Все города, все Обошли, конкурсы в Казахстане. Круто. Ну, вот. Молодцы. Молодцы, Такие очень дела. круто. Спасибо. Сейчас мы будем делать гарнир. Гарнир у нас уже готов почти, просто мы даем такие небольшие вкусовые качества и будет пушка. Так что сейчас что будем делать? Сейчас мы делаем ароматное масло, и в этом ароматном масле мы слегка обжарим нашу спаржу.
Для этого У нас вот нужно этот тоже остался. Тоже, кстати. растительное масло. Ну, конец. Ага. Чуть-чуть вашего лука. Чуть-чуть моего чеснока. Так у нас будет такое ароматное масло. Вот в это масло, чтобы оно не было сильно раскалено, чтобы не подгорало вот это все. В идеале можно было просто добавить и крупными, и убрать, но мы хотим, чтобы она чуть-чуть чувствовала там, и мы сделаем вот так. Два раза так, это не Все. О, очень даже красиво. Чуть подварили, чуть обжарили. Очень. Запах. Да. Пушка. Вкусом пахнет. Все, гарнир у нас готов, салат у нас готов, горячее у нас готово. То есть это у нас чисто гриль. Так, ну что, я убираю доску, начнем украшать. Я тоже убираю. Да. Перец сюда положим. Перец положим. О, можно ложку. Пока она горячая, мы давайте Ложку. сделаем Вот чуть-чуть. эту? Любую, что-нибудь, что можно взять. Сливочное масло. Чтобы он еще... Чтобы оно было для вас. Как вы только что сказали. То есть она будет такая нежная. Пока она будет так стоять, мы будем готовиться к подаче. Подача Для салата этого. и... Да, подача салата. Наверное, чтобы это было все красиво, горячее подадим в эту тарелку белую, а салат вот сюда. Хорошо. Так, для этого нам нужен соус. Сперва сделаем горячим. Этот соус, как я уже говорил, он универсальный. Его можно просто даже на хлеб мазать, кушать. Его можно делать салат, его можно делать горячим. Итальянские пасты тоже заправляются ими. Это просто пушка получается. Даже на пиццу можно сверху чуть-чуть накапать. Классно вообще. У него будет свой своеобразный вкус. Это вообще супер. Давайте сейчас начнем с горячего. Вау. Так аппетитно прям. Корочка золотистая. Шо? А в одном порции сколько должно быть вообще? Там по-разному? Ну, исходя это от концепции самого заведения, то есть если это будет ресторан, соответственно, там все, По грамму, да? да, бывает, что поменьше. А если это кафе, то есть в кафе бывает, что Побольше чуть. Да. А дома уже вообще как? больше. Да. Дома вообще без ограничений можно. Сколько твоей Целый баран зарплаты, можно. денег хватит, сил, мощности, то есть вот. Делаем вот так. Прям красиво очень даже. Сейчас мы его так выложим. Прям в середину, да? Да, в середину. Так, теперь у нас есть гарнир. Этот гарнир мы, наверное, разрежем. Вот здесь, да? Да. На... То есть можете его на 3 поделить, либо на 2. да. Может на Скорее 3? всего, на 3, да. На 3 будет просто. Можно по-разному, да? Можно вот так? Можно вот так. 45 там. Квадрат, да? И? Да, еще раз, и будет пушка. Во. Прикольный гарнир, да? О, это вообще самая вкусная вещь, на самом деле. Тем более сейчас надо вообще питаться зеленью, овощами. Это вообще, на самом деле, это очень Ну, классно. витамины в основном Да, здесь. да, в основном витамины. Итак, давайте сделаем соусом песто, польем его чуть-чуть, чтобы он был вообще сочный. Во. Прям такая экзотика, прям
Цвет такой классный. Еще под цвет еще оделся. Почему именно под это цвет? блюдо Такая еще. палитра, смотрите, цветовая. Ну. Ну что, горячее у нас готово. Теперь займемся салатом. Салатом. Салат у нас просто. У нас уже, в принципе, он нарезан, его просто надо замешать. Заправить нашим соусом, замешать и выложить. Так, горячее мы уже выложили. Теперь у нас остался салат. Салат у нас тоже готов, вы его уже полностью нарезали, почистили зелень. У нас осталась только заправка. То бишь, просто заправляем ее соусом и делаем подачу. Ну что, Я готов. все. Тогда я добавляю вам. Подмайки такие. Перчатками. Ага. Я вам добавляю. Вот так сделаем обильно соусом, чтобы просто был весь в соусе вашим любимым. Мешайте. И мешать надо, да? Да. Прям, да, чтобы оно было такое разное. Да, да, да. Все, выкладываем. Теперь выкладывается он сюда. Выкладывается он так Всё сперва, или- сперва зелень. Вот это, да, вот это вот вот всё, это вот эту зелень, да? зелень, всю подушку, да. Выкладываем. Я же говорю, он во всем талант. Вообще, смотрите, ну просто Все, скоро стану я все. поваром. Скоро можно вам уже самому. А теперь потом уже помидор. Да, помидоры, вот эту всю палитру уже как бы. Сверху или... Можете сверху, можете сбоку. Можете сверху выкладывать, оно прям сама красиво ляжет. Красиво. Это полностью, можно сказать, итальянское, то есть. И там, да? Сиета? Сиета, Ахлан хошит. Ах, что-то мало. Все. Теперь у нас последний штрих. Это соус Это выпаренный виноград? бальзамик. Как? Это бальзамический крем специально, его делают для декораций. Он дает еще определенный свой вкус кислости и сладкости, да, это просто можно для подачи. Но у нас еще есть самый последний штрих, это кедровые орешки. Тоже вкус и придают, да? этот вкус придает, и сам по себе он, мне кажется, просто полезный. Ну что, салат и горячий у нас готово. Пробуем? Пробуем? Да. Не, сам. Ну что, начнем? Давайте. Прошу вас. Эй, еще правильно? Да? Начали. Вилкам, да? Начали. Так, я самое первое, я хочу попробовать вот этот... Спаржу. Вот это возьмите, она прям... Самое, да? Да. Как он? Тугон. Классный. Если честно, я первый раз пробую это. Да? Интересно. Он идет ко всему. Вообще В основном его мы же у Егоры, в основном только свою кушаем. Редко только это. Вот, давайте теперь мясо попробуем, да? Давайте. Как у нас мясо? Интересно. Могу отсюда взять, да? Да-да-да. Мягкий. Прям всё. соусом берите. Вот. Вообще соусом. Попробуй с нами. Вообще не могу ничего сказать. Слов нету. Очень даже, очень. Ну, теперь, наверное, точно буду только европейскую кухню, уже все, лагман, манты, все. На стоп. Да, на стоп уже, мне кажется, да. Действительно очень красиво и очень вкусно и необычно. Ну как? Пушка. Да. Давайте теперь салат попробуем, да? Который мы сами, ну, лично я сам готовил. Давайте помидор попробуем. Можете сказать, что это ваш личный Действительно, вот салат. это соус. Ну, Он действительно, универсальный, соус. он ко всему идет, да? Теперь мы свежий салат не будем кушать, только это салат. Мы только свежий салат с майонезом, с маслом, все же. Уж салат ничего не знаем. Супер. Ну что ж, все было очень вкусно. Спасибо вам за то, что пришли. Очень. Подводим Вам тоже большое итоги. спасибо. Бахтияр, я вам желаю творческих успехов, чтобы каждая ваша
отрасль, каждая ваша, то, что вы начинаете, дизайнерская, это будет, пускай хореографическая, пускай это все развивается, набирает такие обороты большие, которые вы сейчас делаете еще больше и больше и больше. Надеюсь вас увидеть таких более масштабных, больших. Спасибо. Спасибо, что пришли. И у нас для вас... Для меня? Да, Да подарок. вы чё? Конечно же, лично от нас. Это что? Это фартук. Я все, точно стану поваром, все. Следующая профессия у меня повар. Одевайте, Рахмат. вспоминайте о нас, Рахмат. носите на здоровье. От Это души. будет вас для нас, Ой, для вас рахмат. памятью. На память. Рахмет, классно. Аж фуд яшсун. Тут я- Цвет, вот самый любимый, вот смотрите, это вообще нельзя. Вот смотри, под цвет лишь футболку мою. Вы прям все знали, что я люблю этот цвет. Рахмат большое. Чем рахмат, Саки. Ну что, ребята, мы с Бахтяром приготовили, покушали. Очень такая была яркая, динамичный выпуск, да, можно сказать. Кайфанули. Ну что ж, увидимся еще.